Зеленский. Знаете, моя позиция по поводу Зеленского, со мной там ряд экспертов не соглашаются, но я считаю, что Зеленский в данном случае это идет как технический кандидат администрации президента, который оттягивает голоса против сихов и оттягивает голоса на Юго-Востоке, те голоса, которые бы, если не было бы Зеленского, они могли би пойти в пользу Тимошенко. Тоді, якщо ми йдемо в руслі вашої логіки, тоді між Петром Олексійовичем Порошенко і Ігорем Валерійовичем Коломойським все добре? Да. Выходит. А вы посмотрите, я на самом деле, несмотря на вот эту вот имитацию у них бизнес там, каких-то конфликтов, войн и прочее, да, смотрите. Ну, чекайте, війни є. Ну, смотрите, как они хорошо... Приватбанк, Укрнафта. А что в Приватбанке? Я видел синхронную игру президента Коломойского по выводу денег из Приватбанка, а потом сбрасывание этого банка со 150-миллиардной дырой на баланс государства под видом национализации. Я смотрю на Укрнафту, где по-прежнему остаются люди. Ваше твердження в чому полягає? Те, що Національний банк України за керівництва пані Гонтаревої не зупинив вивід грошей, хоча він змушений був моніторити. Ви це маєте на увазі? А не остановил. Б, заводилось многомиллиардное рефинансирование в банк, который уже был похож на банкрота. В, Нацбанк прекрасно отслеживает все операции, которые проводят банки, и Гонтарева прекрасно, а Гонтарева это стопроцентный человек Порошенко, прекрасно знала, что из банка выводятся деньги. Поэтому вот это вот спектакль, который нам потом разыграли с национализацией... І це, на вашу думку, це, що відбувається в Лондоні, також вистава? Но они же должны там посудиться. А еще что-то, уже судится государственный банк. А британці на яку сторону втягнуті? Вони на стороні кого грають тоді? Ну, все-таки арбітраж вибраний для того, щоб був незалежний суд. Погоджуєтеся зі мною? Смотрите, Коломойский не просто вывел денег из банка, а хочет еще денег из этого банка взять. Только уже теперь очередных государственных денег, которые туда были вкачаны. Но, опять же, вернусь назад. То есть, поэтому я не считаю, что есть какие-то, на самом деле, там, стратегические конфликты между Порошенко и Коломойским. Точно так же, как ориентируется на Порошенко и Пинчук, на самом деле, и Фирташ, и Ахметов. Потому что Порошенко – это вот этот кандидат от олигархов, который был в 2014 году избран, несмотря на то, что кому-то там пришлось поужаться за счет другого, да, но в принципе олигархи при Порошенко чувствуют себя хорошо, и они понимают правила игры. И больше